Выставка называется «Люди ветра». Почему так мы назвали эту выставку? Поскольку есть такая метафора «люди, ставшие ветром». Люди, ставшие ветром, это те народы и культуры, к сожалению, которые прошли когда-то и, может быть, оставили следы. А здесь вот люди ветра – это настоящие, живые, реальные жители Булунского района, которые в первую очередь их движет именно дух перемен, дух вот это вот ощущение эмоций свежего ветра. Поэтому на этой выставке вы увидите не только звуки природы, вы увидите и услышите жизненные истории жителей Булунского улуса. Давайте пройдемся по нашей выставке, и в конце у вас будет вот это ощущение, что вы побывали в краю, где есть эти ветра, а наши жители Булунского улуса обычно называют ветры пурги. Вот. Поэтому вот это ощущение пурги не как какого-то такого опасного места, а именно как место, где рождается новая энергия. Я думаю, вот это самое главное, наверное, в этой выставке. Эта выставка стала возможной благодаря тому, что сподвижники и соратники Юрия Ильича Шейкина предложили в память о нем организовать такую очень интересную выставку. Эта выставка организована на основе музыкальных инструментов, которые более чем за 50-летнюю свою деятельность Юрий Ильич в различных экспедициях, в различных поездках собрал по всей Сибири, находясь. Ну и, конечно же, самое главное, то, что оставил Юрий Ильич, это то музыкальное этнографическое наследие, которого сейчас, ну, наверное, фактически уже не существует, поскольку часть народов, которые он записывал еще, может быть, 50 лет тому назад, они фактически, наверное, кто-то исчез, кто-то на грани исчезновения. Конечно же, все это останется не просто на века, это все останется уже навечно. Этот проект мы посвятили в целом образу звукового ландшафта Арктики. И, конечно же, постарались собрать в нем, как вот соткать полотно различных смыслов, образов, создав такую большую тотальную аудиовизуальную инсталляцию, в которую вошли работы художников, студентов и преподавателей Арктического института, предметы из коллекции Юрия Ильича Шейкина. И, что нас очень радует, фотографии и видео, которые нам отправляли жители поселка Тикси. И вот все это невозможно было бы, конечно, создать, потому что одно дело вообразить какое-то пространство, но технически воплотить ее очень сложно. И в этом плане, конечно же, партнерство с музейным комплексом «Моя история» — это для нас большое счастье, потому что таких профессионалов, экспозиционеров, я думаю, у нас в республике единицы. И я очень благодарна коллективу исторического парка за воплощение всего того, что мы хотели увидеть и услышать.